Bir, iki, üç. Чүй облусунда Кыргызстанда биринчи жолу Sky Industrial Group көп тармактуу заводунун ачылышы өттү. Иш-чарага президенттин администрация башчысы Акылбек Жапаров, Чүй облусундагы ыйгар мукты өкүлү Эркин Тентишев, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров, чиновниктер жана компания кызматкерлери катышты. Акылбек Жапаров өз сөзүндө аталган заводдун ачылышы өлкөнүн өнүгүүсүнө чоң салым болорун, өкмөт заводдун мындан аркы ишине ар тараптуу колдоо көрсөтөрүн белгиледи. Өз кезегинде Sky Industrial Group корпорациясынын президенти Рахат Жунушбаева Кыргызстанда биринчи жолу ушундай деңгээлдеги завод ишке берилип жатканын билдирди. Заводдун негизги максаты жаңы технологияларды жайылтуу, жаңы жумушчу орундарын түзүү, инвестициянын кайтарымдуулугу, Made in KG маркасы менен дүйнөлүк рынокко чыгуу, атаандаштыкка жөндөмдүү продукция чыгаруу болуп саналат, деди ал. Ошентип заводдо заманбап лифт жабдууларын жана ар кандай конфигурациядагы көтөрүүчү механизмдерди, тактап айтканда жүргүнчүлөрдү ташуучу, жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуучу лифттер, панорамалык лифттер, оорукана лифттери, курулуш, кичинекей жана чоң жүк көтөргүч лифттерди чыгаруу пландаштырылууда. Мындан тышкары 2029 жылга карата өндүрүштү кеңейтүү жана брондолгон жана жылма эшиктерди, дизайнердик металл, эмерек өндүрүү, коомдук тамактануу ишканалары үчүн термикалык жана нейтралдык жабдууларды чыгарууну киргизүү пландаштырылууда. Жабдууларды жасоонун бардык технологиясы Кыргызстандын, Түштүк Кореянын жана Кытайдын адистери менен биргеликте иштелип чыкканы айтылат. В 2005 году она... Который мы на данный момент заводим в Китае, мы хотели бы начать производство именно этих компонентов. Это электронные и электрические компоненты. То есть это дает ему возможность, чтобы спокойно... Что-то включает или он... Мы радуемся правительству, то, что Рахат Мырзабековна и ее команда приступили именно к такому инновационному подходу и начинает в Кыргызстане создавать добавленную стоимость. Слишком много лет мы жили за счет реэкспорта. Я не говорю, что торговля, услуги – это плохо. Это тоже хорошо. Но это отдельный сегмент экономики, который, к сожалению, подвержен очень большим внешним шокам. Вы видите, что творится. После того, как никому невидимый коронавирус пришел на нашу землю, страна, которая зависела от импорта практически на 67%, а по лифтам и все на 100-200, наверное, процентов, мы поняли, что нам надо структурные перестройки. И вот структурную перестройку во главе удивительные люди, в том числе и Рахат Мырзабековна со своей командой, начинают создавать добавленную стоимость. Я очень рад, что мэр города здесь тоже председатель нашего агентства, Кыргыз Investment Development Agency, мы новое создали. Мы об этом, когда я был еще депутатом, мы вместе с нашими коллегами все время пытались вот такое агентство создать. Это агентство создано для того, чтобы таким людям, которые имеют смелость вот такие тяжелые времена создавать рабочие места, оказывать содействие. Где бы ни открывались такие предприятия, будет 2 человека или, как сегодня, 200 человек, все наше правительство готово принять участие и оказать содействие. Это парадигма движения и работы нашего правительства во главе с президентом Садыр Нуркожоевичем Жапаровым. Вы знаете, сегодня глава государства является главой исполнительной ветви власти. И главная задача – это создание рабочих мест, чтобы наши дети не уезжали из Кыргызстана, чтобы они жили, работали в Кыргызстане и могли получать достойную заработную плату. Именно вот эта задача, поставленная президентом перед нашим правительством, и выполняется в том числе и такими людьми, как Рахат Мырзабековна и ее команда. Мы только приветствуем это дело. Мы будем оказывать всяческое содействие. Правительство сегодня рассматривает закон о государственных закупках в первом чтении. Я надеюсь, Марлен Абдрахманович здесь. Мы во втором чтении сделаем так, чтобы напрямую Министерство ведомства, мэрии городов, айлөкмөтү, везде, кто будет строить высотные здания, я сейчас спросил, до 15, до 16 этажей, должны покупать и устанавливать только наши лифты, кыргызские. И это будет прерогатива для всех министерств и ведомств, для госстроя в первую очередь, для мэрии города Бишкек и Аша тоже.
Вот у нас советник президента, сейчас директор строящихся предприятий, Марат здесь тоже присутствует. И для него тоже мы предлагаем и в офисе президента, который мы начинаем строительство, надеемся, в течение года закончим, и целый правительственный комплекс, который будет переезжать наверх, они тоже должны быть оснащены нашими лифтами. Не японскими, хотя желательно, чтобы качество у нас было и корейское, и южнокорейское, она была бы лучше, чем японская, она бы отвечала стандартам Европы. Но мы будем отдавать предпочтение именно вашей продукции. Надеюсь, вы всегда будете соответствовать тем требованиям, которые на сегодня есть. Это очень сложное инженерно-техническое сооружение, связанное с безопасностью людей. Она испытывает огромные вибрации. Она потом, груз же не стоит на месте, человек, дети, они туда перебегают. Поэтому эти вибрационные нагрузки плюс динамичные нагрузки, это все должно быть просчитано до мельчайших подробностей, и ни у кого не должно вызывать сомнения в безопасности того продукции, которую вы на сегодня производите. А так мы хотим пожелать вам успехов, игілік қалайбыз, аманшылық болсын. Қырғыздарда көре албастық бар, ошоны артқа таштап, біз ушундай коллективте Рахат Мырзабековнаға окшогон өзүбүздүн карындаштарыбызды, балдарыбызды эки колдоп көтөрөйлү. Колубуздан келген жардамдын баарын берели. Мына кредит менен РСК банктын жетекчисин да көрүп атам азыр. Биз РСК банкка дагы азыр уставдык капиталын 100 миллион долларга көтөрдүк. Биз болгон өкмөттүн компанияларынын баарындагы ушу госбанктарды өйдө көтөрүп, анан ушу госбанктар аркылуу мэрлер, ар кайсы ишкананын жетекчилери, государственная ипотечная компания, что-то я не вижу, ее тоже надо было пригласить. То есть все мы готовы начинать с вами контрактоваться и исполнять свои обязательства в части финансирования. У нас есть финансовые инструменты. Когда мы взяли Комтер, на его счету было всего 48 тысяч долларов. К концу года чистая прибыль составила 220 миллионов долларов. В этом году мы ожидаем прибыль 500 миллионов долларов. Это при цене за унцию золота 1829 долларов. Сегодня уже 2000 долларов. Поэтому у нас есть в экономике двигатель под названием Комтер. Есть золото Кыргызстана, которое принадлежит нашему народу. И мы готовы поддерживать, в том числе и финансово, предоставлением финансовых кредитных ресурсов, практически без процентов. В долларах мы готовы до 2% вам предоставлять кредиты. Но вы должны соответствовать тем требованиям, о которых я сказал. Это безопасность, это качество, это скорость исполнения контрактов. Мы не сможем, к сожалению, ждать вас, если вы не будете успевать выполнять наши заказы. Мы будем вынуждены тогда со стороны приглашать и покупать и другие продукцию в том числе. У нас все есть, кроме времени. Поэтому я хочу пожелать вам успехов. Время работает на нас, на вас, молодых людей. Мы готовы вас всех поддержать в этом направлении. Игілік аман болыңыздар, бар болыңыздар.